понял. Это. Так, Мансур, хорошо, Инца, ты первый спросил. Дигду Ибраим, Кайтансу, хорошо, отвечу, конечно, отвечу. И только честно. Дейлер Машалыл. Мансур Ладух Шон. Руслан Шмол, ну ты спрашиваешь. Мансур, так задавай вопрос, отвечу, иншаллах. Руслан Шмол, что там насчет Сады Котера? Ну, что он тебе прикол? Аллах рейсху. Дейлер Машалым. Чечен войнах праздновать дяши дер бококат и хумшьяч фейерверк шо. Вот. Витя Фомин, валикум салам. Джахар Дудаев, алхамдулилlah, все хорошо. Ну так, Руслан Шмол, что там насчет Сады Котера? Я же жду. Магомед Евлоев, так, ты задаешь вопрос насчет, Анзор, что ты думаешь об убийстве двух братьев из Ингушетии в Грозном? Ну, произошло убийство, сейчас они это закрутили, и, как мы все знаем, у меня та же самая информация, то есть я нового ничего не могу сказать насчет этого. Ну, там объявили кровную месть, то там запретили ее у них, а сейчас они объявляют, ну, такая ситуация. И нужно быть просто осторожными. И я считаю, что это было просто убийство. Убийство. Не они пошли их убивать, а может быть какой-то конфликт был, и они применили оружие, а теперь они все приписывают им. Мансур, ладно, вот я читаю твой вопрос, я ждал его, и зачитаю. Смотри, была сходка наших в Стокгольме, ты вроде дал слово будешь, но отключив телефон, это как понять? Сейчас, секунду, все просто быстро идет. Телефоном я не пользуюсь, это одно. Второе, то, что я был или не был, я даже если хотел бы, или была бы у меня такая возможность, я бы не смог бы никуда поехать, понимаешь? Вот в чем причина. И да, я слышал там разговоры, что он там обещал, он не приехал. Да я не смог бы и приехать. Я тут еле-еле как-то сказал, что у меня была такая ситуация, я не хочу просто повторяться. Поэтому вот так. Так, Чечен война, Ханзор, операция Салмана Радуева была санкционирована с президентом Ичкерии Джахаром Дудаем. Нет, я не думаю, ни атака на Кизляр, ни Буденновск, хотя и та, и другая операция, скажем так, была запланирована против вертолетных авиационных баз. Там у них аэродромы, вот, эти самолеты вставали, взлетали в Буденновске. И, насколько я знаю, они пошли туда, чтобы напасть на эту базу. И там, и в Кизляре. И, насколько я знаю, Джахаром это не обсуждалось.
Витя Фомин, так задавай вопрос, любой вопрос насчет войны Чеченской Республики Ичкерия, иншаллах, ответим на любой вопрос. А так стараемся, пытаемся показывать, как все это начиналось, что происходило и к чему это привело. Вот. Алейкум салам, ва баракату. Стефан Мюллер, так, зачитает твой вопрос. Ассаламу алейкум, Анзор и Швеция, Ахиллиол, круглый стол, Цумнадах, Цалецера, Унгейна, Маяц и Швеции, Цигцавар, Хударха, Гасхимата, Оласи, Умадац, Каилдаха, Хумдац, Хуза. Сосмалера, Тигвол ища церса. Нет, я просто не смог бы, если бы было бы желание, или там не было бы, но если бы я, ну, как и вы говорите, давал слово, вот, я бы не смог бы туда поехать. У меня на то бы были причины. Да, я хочу со всеми пообщаться. И мне интересно мнение, и высказать свое мнение. Я в любом месте смогу это сделать и хочу это сделать. Вот. Но я просто... У меня была такая ситуация, что я никуда выехать не смог бы. Иштхалду, Стефан Мюллер. Асхалах эфир яша элир. Йо, дейцацела арсон. Нан мукшоцуш. Иштацхумштырк. Вирус иштумдар. Цундера цасихцелуша. Арвенерио кодваш делери боши. Хумштадича дикердар. Хуалатишал. Умдамигердар. Извиняюсь. Ибраим Алхану, Аллах рейсхуил. Ибраим Алханов, ну я только что ответил на этот же вопрос. Вот. Почему я не смог поехать? Я просто не смог бы выехать. Чечен-войнах насчет Радуева, да? Анзор, я правильно понял, что Салман Радуев, возвращаясь в Чечню после нападения с пленными военными, попал в засаду, и только после этого он приказал занять село Первомайское. Ну да, как я знаю, я с участниками разговаривал, именно не получилось у них вот напасть на базу, и так произошло, что они, им пришлось вот там же и как бы развернуться, там же их атаковали, и как мы помним, их даже атаковали установками «Град», вот реактивными установками «Град». Представьте себе, мирные жители в селе, скажем, и заложники. Но там работают и вертолеты, обстреливают, и установки «Град», вот, освободители российские. Бакар Исаев, салам алейкум, алейкум салам. Анзор, брат, почему в последнее время так мало видео на ютубе? Ну да, в последнее время я не так уж и активен, но
А то у меня кое-какие причины были. Ибраим, Аллах рейс хуил. Дела халла зардуиза. Магомед Иулаев, Аллах рейс хуил. Витя Фомин, насчет Литвиненко. Да, я с ним 2-3 раза разговаривал по телефону, не скрываю. Ну и честно скажу, что ну как-то мне было странно, да, вот он бывший работал в ФСК, потом ФСБ. Ну, для меня это было странно, и поэтому у меня такое очень аккуратное общение было. Но почему-то последний разговор вот такой нормально вписался, и я уже начал ему верить, то, что он говорит. Вот. А так был знаком, да. Мансур, Анзор, если я приеду в Швецию, смогу с тобой связаться, я не кафировец. Да будь ты кафировец, хоть кем-либо, я ни от кого не прячусь. Вот. Без проблем. Без проблем. Стефан Мюллер, Анзор, я ни в коем случае не осуждаю тебя за то, что ты не принял участие в круглом столе. Лерлуш Халвезну, будь осторожен. Есть вещи, которые я вот не могу говорить, ну, открыто, скажем так. Причин много было. И сейчас они есть, вот. Сихвая хумолуя, сихвалаца юш хумал худу мильду хайш элдис олштала. Ветер, ураган, здоровье. Алхамдулилlah. Хотя у меня кашель чуть-чуть, но держимся. Витя Фомин, Литвиненко, он правда принял ислам? Да, действительно, последний его разговор был такой, он мне так говорит, такими словами: Анзор, знаешь, что я купил Коран, или, ну, точно не помню, или ему подарили, или купил, и он говорит, я уже начал его читать. И, да, насколько я знаю, он принял ислам, Литвиненко. Чечен, войнах, вот ты пишешь, Анзор, неужели Салман был таким бесстрашным, что лично возглавлял эту операцию? Что ты скажешь насчет того, что Салман возглавил эту операцию, чтобы уравнять себя с Шамилем? Слышал такие сплетни. Ну, дело в том, что там не только Салман был, там был и Умкар-паша Исрапилов, Турпал-Али Адгириев. Там несколько командиров таких было со своими вот, ну, малочисленными отрядами. Чтобы они вышли из окружения в Первомайском, то им в этом помогали другие командиры, то есть их выводили из этого окружения. Мансур, Аллах рейсу. Да, да, у нас много героев, у нас много таких имен, которые ушли на пути Аллаха. Аллах Азат Масира.
Магомед, его те отношения, которые были при Масхадове и Аушеве между нами, между нашими братскими народами, очень сильно изменились за последние годы в негативную сторону. Почему? Абсолютно не изменились. Есть, конечно, провокаторы, которые вот раздувают эту тему, дергают вот эту ситуацию с разными вопросами и пытается создать какой-то конфликт. Вот даже вот последний случай убийства этих парней, и там уже они передергивают вот это все. Слишком много провокаторов, и, конечно же, как я это всегда говорю, это выгодно для России, которая всегда вот пыталась делить особенно кавказские народы. Вот создавать такие конфликты, чтобы было легче управлять. Докка, Аллах рейсхил, валикум салам, алхамдулилlah, все хорошо. Да, Ибрагим Алханов, действительно, вот как и сейчас еще раз повторюсь, что никаких как бы противоречий, я не знаю, с теми ингушами, которых я знаю, вот у меня нету, абсолютно нету. Очень хорошие братья, вот. У нас очень хорошие отношения, никакие такие темы не обсуждаются абсолютно. Витя Фомин, я последнее предложение прочитаю твое, преувеличил Анзор, то есть Анзор, которого убили в Вене. Нет, он не все даже сказал. Не все даже сказал. Там действительно такие случаи происходили, еще похуже. И мне даже неудобно вот сейчас об этом говорить. Поэтому он говорил правду. Великолепный горец. Ваша, ты слышал обращение с кровной местью? Да, я слышал все это. То есть читал, я видел, я честно скажу, даже не нажимал, не слушал, но я понял, о чем речь там. Вот. И то они прекращают, закрывают эту тему с кровной местью среди чеченцев, а потом они сейчас это поднимают, а теперь им это можно, как бы получается, совершать такой акт кровной мести. Так, я сейчас хочу... Так, знакомство. Мансур, ну то, что ты приедешь, хочешь поговорить со мной, и цель твоя, это твой отец, о нем. Ну, что ты можешь нового сказать мне о нем, например? Такой вопрос тебе. Вот, Чечен войнах, Анзор, как звали человека в черной одежде, с черной бородой, стоял позади Масхадова с пистолетом в оперативке. Это когда Масхадов давал интервью журналистам в 1999 году. Но сейчас сложно сказать именно кто. Ну, было бы хорошо, если бы ты показал бы фотографию, например, или дал ссылку, я бы тебе тогда уже конкретно сказал бы, кто это. Бакар Исаев, мы проживем столько, сколько позволит нам Аллах. Мавлюд, поменяется ли что-нибудь в Чечне, если ликвидируют этого, да? Ну, скоро, к примеру, если вот Путина не станет, тогда тоже поменяется все. Все будет по-другому. И все этого ждут.
Барак Аллах, Витя Фомин. Пусть Аллах сохранит нас всех. Алейкум салам, брат. Мы ждали тебя. Заур Аушев. Алейкум салам, Сауш. Мансур, ну вот именно, я немного знаю, брат, мне нужна информация про те лжи, которые якобы рассказывают сказки, хочу их ложь выявить. Да там 99,9% ложь. Вот. На этом канале, у меня на канале много, к примеру, видео о нем. Например. Проводник казах. И что было бы, если бы Масхадов сдался бы? Что было бы? Что изменилось бы? Чечен война, ты тоже, правда, возьми камеру и сделай обращение. Мол, не врите, да? Ну вот, сегодня, кстати, да, сейчас, Абу Хамза, почему ты пропустил мой вопрос? Значит, ты тоже так думаешь? Я просто не увидел, Абу Хамза. Ты можешь повторить этот вопрос? Валлахи, я не заметил его, честно скажу, просто быстро шло, поэтому в интервалах. Джахар Дудаев, Рак Аллах, Саваш, Аллах Рейсвел. Мне сейчас сложно прочитать твое имя, ФДФ, ну ты понял, как ты относишься к чеченцам, не мусульманам. Ну как будет мусульманин относиться к таким людям, ну так и отношусь. Вот Дариус, так, Величко. Скажите, Анзор, что вы знаете про литовцев, прибалтийских народов? Какую роль, помощь они оказали чеченцам в борьбе за независимость? Что вы знаете? Ну, Лабас Вакарас, ну это на литовском. Я в Литве жил 5-6 лет, в Вильнюсе, в районе Юстинишкис. Вот. Литовцев знаю хорошо. Могу сказать только хорошее. И хорошие воспоминания о друзьях, ну, об этом народе вообще. И их поддержке нашей независимости, чеченцев. Вот. И по сегодняшний день, и сегодня у нас хорошие контакты с нашими литовскими друзьями. Ну, что у нас общее есть, то, что кто нас притеснял и притесняет, вот, кто создает, как я буквально недавно говорил, вот, что Россия всегда пытается там делить кого-то, натравливать кого-то. Ну, к нашим народам также и относится Россия. К литовцам, чеченцам, кавказцам, к украинцам. Так. Вопрос Абу Хамс. Сейчас я вниз пойду. Ты по интервалу, вот я нашел.
Анзор, как ты думаешь, можно поверить блогеру Тумсо и почему он плохо говорит о Доке Умарове? Я не знаю, но у него надо спросить, если он так говорит, почему он говорит плохое про Доку Умарова. Это уже у него надо спрашивать. Я как бы не в ответе за Тумсо. У каждого свое мнение. Валейкум салам. Как найти? Валейкум салам. Масерга. Дейлрейс Масера бодал это в Украине. Собор улам бэкне. О, ФДФ, ты поздравляешь нас с Новым годом, желаю всего хорошего, всем нормальным людям. Ну, для нас это праздник, такой особый праздник, понимаешь? С одной стороны. С другой стороны, это большая трагедия, то, что эти происходили события именно сегодня, 31 декабря 1994 года. Российские войска начали штурмовать нашу столицу, убивать мирных граждан. Вот. И себя положили там тысячами. Артур, почему русские с Дудаевым не шли на переговоры? Из-за того, что он был слишком грамотным и справедливым? Ну, Дудаев, да, был грамотный и справедливый, он был патриотом, нашим героем. И то, что Россия, то, что Кремль не шел на переговоры с Дудаевым, это вина России. Дудаев призывал российскую сторону о недопущении войны, о приостановлении войны, искал разные методы, просил встречи с Ельциным. Когда Ельцин отказался, он уже начал просить встречи с Черномырдиным, и тогда Россия отказалась от встречи с Дудаевым и начали войну. То есть у них это какое-то такое настроение было принципиальное, чтобы взять, подавить, покорить, понимаешь. И начали вот так войну. Мы призывали их к миру. Рус сам, ассаламу алейкум, в какой стране сейчас живешь? Алейкум ассалам. Да все знают, в какой стране я живу. Все знают, я ни от кого не скрываюсь. Абсолютно. Алейкум ассалам. Дариус, спасибо. Вам тоже удачи. И дай Всевышний, чтобы у вас всегда был мир. У нас он был, и везде он был. Всего хорошего желаю вам. Проводник казах. Анзор, как думаешь, если бы сейчас вместо Кадырова был Дудаев, сечение была бы сильнее? Ты хотел, наверное, написать Чечения. Но если бы Дудаев был бы жив, то было бы все по-другому. Не было бы таких притеснений, давлений на наш народ. Вот, то, что сегодня происходит. У нас в то время была вот
свобода слова, человек мог спокойно выступить, высказать свое мнение, а сейчас этого делать нельзя. Можно поплатиться жизнью. Вот. Собору Ламбехана, да, вот я читаю, Тумсо, наоборот, очень уважительно говорил о Доке. Ну, я тоже так понял, так и сказал ему, что каждый человек имеет свое мнение, например, по отношению к Доке там, или к другого человека. Вот. И если он даже так скажет, ну и что, это его мнение. Проводник казах, если бы я был на месте Дудаева, я бы сдался. Ну, ты бы сдался, но мы такие, что не сдаемся. Дудаев никогда бы не сдался. Никогда. Руслан Уздоев, валикум салам, ингуши вас поддерживают. Брат, мы тоже, чеченцы, и вас поддерживают. Вы вежриду, иншаллах. Юпитан тисарха, но церука хердат. Иншаллах. Собор Улам Бахкина, Алик не отвел ребят. Да, он призывал его, говорил ему: Алик, отводи ребят, уходи. И оба погибли, на самом деле. На самом деле. Волк 95, Алла рез хыл, особо таголь. Ну, алейкум салам дал визель, тюрбик масейравил. Великолепный горец, ваша Атела Заурбека Абдарханова выдали родственникам? Насколько я знаю, не выдали. Сатанс, элит, командо. Так, здравствуйте. У меня вопрос: если бы вернуть время вспять в 94 год, то война была бы, или вы бы сложили оружие? Ну, в 94 году, в 99 году не от нас зависело, была бы война или нет, потому что эта война была навязана нам. И чеченцы очень много раз делали обращения, я имею в виду лидеры чеченского народа, делали обращения, просили, требовали начать мирный процесс, не начинать войну. Вот. То есть от нас это не зависело. И какой народ сложил бы оружие при агрессии другого государства? Да? Мы этого не сделали. Даже если бы и сложили бы оружие, то ситуация была бы такая же, какая она сегодня есть. То есть было бы такое давление на народ, не было бы свободы слова, скажем так, которое было в 1994 году. Витя Фомин, ты спрашиваешь, дагестанцы не оказывали помощь Ичкерии силой или продуктами? Да нет, почему? Дагестанцы участвовали в чеченском сопротивлении, воевали против российских оккупантов.
Не очень много было, честно скажу, но были. Ва ихва Аллах борца бою, амин, амин Аллах. Ну, что антиприкол, Аллах рейсхуй, слышь, Аллах рейсхуй. Проводник Каза, да, дагестанцы были, я только что отвечал на этот вопрос. Так, великолепный горец. Ваша операция во Втурах в 2004 году, где было взято где-то 13 кадыровцев в плен, была по приказу президента ЧРИ. Ну, в то время была такая ситуация, что каждый командир мог бы действовать и от себя, проводить какие-то операции. И, конечно, я некоторые даже секреты, которые я знаю, и сейчас даже говорить не буду. Всему свое время. Ну, на то есть причина, поэтому. Абу Араб Аль-Шишани, брат Анзор мой вопрос не заметил. От интервала можешь повторить? Да, действительно, я не заметил твой вопрос. Даже сейчас обратно пошел. Я просто всем пытаюсь ответить, поэтому. Виктор Шуренов, иншаллах, придет тот день, когда все будет хорошо. Алмаз, ты спрашиваешь, встречался ли я с ним, старшим, младшим, при каких обстоятельствах? Ну, если ты про меня говоришь, встречался ли я, ну, я их всех знаю. Я их всех видел, со всеми когда-то было общение, и я знаю, какой у этого человека характер, к примеру, даже. Алиев, Саид, во всем помогали дагестанцы, и воевали, и продуктами, и приняли как своих братьев. Вот так ответил бы. Да, ты правильно говоришь. Я даже могу поименно называть. У меня тут на канале даже видео есть. Дагестанцы. Неопубликованные видео даже есть. У нас тут стреляют. 12 часов, да. Аллах рейсхуй. Магомед Исрапилов. Почему грузины нас, чеченцы, обвиняют, что мы напали? Ну, Магомед, например, представь такую ситуацию, да, ты в каких-то социальных сетях, там кто-то взял и написал там, что он грузин, и будет там писать все против чеченцев, вот там претензии, все такое. Какие-то провокаторы есть, которые вот раздувают этот конфликт. Например, я знаю грузинов очень много, я там был несколько раз. Очень хороший народ, хорошие братья, наши соседи, и они все прекрасно помнят те события, и ничего об этом, как бы мы не обсуждали эти темы. Понимаешь, у нас проблем с грузинами нету. Нет.
Габриэль, вражки тоже стреляют. Ну да, там всегда стреляют. Почему некоторые чеченцы не признают, что ингуши принимали участие во Второй войне? Первые тоже участвовали, но во Второй войне активно. Ну а кто это отрицает? Ну и даже об этом и говорить не надо. Много наших братьев было, которые воевали и на той, и на этой войне. Я про ингушей, так что и обсуждать это не надо. Абсолютно. Валейкум ассалам. Аллах рискую. Артур, я сегодня день, когда Алик не отвел ребят. Действительно, вот я этого человека, героя, знал лично, Ламбаду. Али его звали. Это он обращался вот, к русским через радиостанцию и призывал их остановиться, чтобы сохранить свои жизни. Уанахур Ламбад. Аллаха зут кобал дойцунна масера. Угу. Алмаз, я не понял твой вопрос. Когда ты встречал Кадыровых, я их никогда не встречал. Ты имеешь в виду встречался, наверное, да? Так, ФДФ. Так, я считаю, что можно было бы остаться в составе России после того, как они начали бомбить, чтобы сохранить мирных, так или это. Ну, я еще раз повторюсь, не от нас зависело, не от чеченцев, не от чеченских лидеров, будет ли война или не будет, будут ли бомбить, или мы предлагали многие варианты, чтобы не допустить этой войны, но в России хотели по-другому. И Ельцин, и Путин. Вот. Так, G7I2. В России ты можешь приехать, как бы, да, или тебе доступ закрыт? Нет, я не хочу туда. Ну и не могу. Вот. Так, как вы думаете? Магомед Исрапилова, как вы думаете, когда Чечня будет независима? Я в 2001 года до рождения не помню войну, но интересно ваше мнение. Ну, никто не знает. Например, я считаю себя независимым, я ни от кого не завишу. Я могу сказать свою точку зрения, свое мнение, какое-то слово, обсуждать что-либо, все могу обсуждать. А насчет республики, насчет народа, все изменится. Не будет оно так продолжаться. Когда в России ситуация изменится, то и вокруг тоже она изменится, эта ситуация. Они не вечные. Рамис Аскеров, так, мол, я просто не хочу фамилию его называть, объявил, мол, он кровную месть убийцам полицейского в Грозном. Как вы думаете, это правильно или нет? Ну, я уже третий раз повторяюсь. Сначала они эту кровную месть запрещают,
среди чеченцев, а потом они могут уже объявлять кому-то, где вообще логика непонятна. Ну, и раз уж они россияне, скажем так, ну, придерживаются этого, то должны как-то по закону все это решать. Нет, они убивают, подкидывают что-то, у них даже призывы были там подкидывать и все что угодно, главное их убивать и все такое. Чечен-война, Ханзор, ты разговаривал когда-либо с Ахмат? Я со всеми разговаривал, и с Джахаром, и с другими, я их, ну, всех знал, видел. Несрет Изилов, я задаю вопрос 10 раз. Я первый раз твой вопрос вижу. Если что, то извиняюсь. Ты откуда? Ну, как откуда? Чеченец? Оттуда. Саша, с Новым годом, всего доброго. Спасибо. Кто из семьи Масхадовых служил в Венгрии? У меня отец служил там, был офицером в советской армии, артиллеристом. Мы там жили в Венгрии в 2 городах. Джахар Дудаев, вот, ну, то, что ты написал, ичкерийцы никогда не отрицали тот факт, что братья Кавказских республик всячески помогали. Но не то, что даже Кавказские республики, да, наши соседи, наши братья, ну, даже сами русские воевали против русских, российских оккупантов. Я не про тех даже, которые были гражданами Чеченской Республики Ичкерия, а про тех русских, которые приехали из России и воевали против российских оккупантов. И такая ситуация была. Ва алейкум ассалам. Ва алейкум ассалам. Анзор, как Артур, ты пишешь, Анзор, как ты видишь процесс деоккупации Ичкерии? Все будет, но не сейчас, но надеюсь скоро. Надеюсь скоро. Не будет это продолжаться так долго. Все вокруг меняется и быстро меняется. Вот посмотрите на события, которые происходят вокруг. Так что все изменится. Кане, Свольник, Алхамдулилlah, Дика, Алхамдулилlah, Шумуа. Магомед, я Исрапиловой, ну я про то, что ты, ну, про Дудаева написал. Гер
Риер, что думаешь о Карабахском конфликте? Ну, сами армяне говорят, что это земли Азербайджана. Поэтому я поддерживаю, считаю справедливо действия Азербайджана. И считаю, что это земли Азербайджана нужно было отдать, к примеру, да, а не когда-то их забирать. Так, Абу Араб Аль-Шишани, январь-апрель 95 год. Ачхой Мартан видео Шиф Ганзор. Вала инсун Амюна Шуэрич так дагяма Гархинсун ца Ал-Халхирду Хила Мегон. Хила Мегон ца. Ю Алла Цавасу, я Цала Цавасу. Ничто. Ачхой Мартан, январь-апрель 95. ФДФ, я не знаю, но слишком много повторений тут, что повторю, если бы Ичкерия согласилась на прошлых правах войти в состав России, можно было бы остановить, наверное, войну. Да не можно было бы, войну принесли. Несмотря на призывы Джохара Дудаева, потом уже Аслана Масхадова о недопущении войны. Но они ее принесли. Кто-то думал о деньгах, кто-то о нефти думал, кто-то принципиально покорить чеченцев захотел. Так, G7L1, или как у тебя написано, вот ты пишешь, у вас ведь есть права приехать в край родной, и никто не имеет права что-то говорить. Вы же сейчас ведь иностранец считаетесь. Да нет, почему? Что во мне иностранного? Нет, я где бы я ни жил бы, или кто-либо из чеченцев, он останется чеченцем. Мы чеченцы, мы не иностранцы. Край родной, он наш, этот край родной. А приехать по многим причинам сейчас я или многие другие сделать этого не могут. Имарат Кавказус, Аллах рейсхуил, иншаллах, иншаллах. Китвунсу ахубу, ахмубу, зами коришта. Алиев, Саид, вот ты спрашиваешь, я помню, когда ты отвечал на такой вопрос, правда Дудаев бомбил Афганистан? Нет, неправда это. Дудаев никакой Афганистан не бомбил. Вот. Это говорят, что якобы Джохар Дудаев бомбил, наносил ковровые бомбардировки по своим братьям-мусульманам в Афганистане. Ну, такая версия спецслужб России. И якобы Джохар Дудаев придумал ковровую бомбардировку. Вот так они говорят. Хотя эта ковровая бомбардировка была придумана в начале 40-х, кажется, годов, во время Второй мировой войны. Или даже до этого. Точно год не могу сказать. Поэтому это ложь, неправда. Как-то рассорить, чтобы какое-то отношение было. Вот, мол, он мусульман убивал. Нет, неправда. Это выдумки. Ва алейкум ассалам.
Саша, так, очень приятно. Мы помним Тата, Домбовар. Да, Тата это, ну, место в Венгрии, где мы жили, где у меня отец служил там. И там поселок был, Байя назывался. Помню. Саиду, алейкум салам. Анзор, Страсбург с тобой. Ну, мы тоже, иншаллах, с вами. Так, все так быстро пошло. ММА, UFC, Буаз, все хорошо. Ты как? Алхамдулилlah, все хорошо. Ларч Альдук. Дик душа дига. Хамзатов, я не знаю, когда Навальный вернется в Россию. Ну, когда ситуация изменится в России в его пользу, тогда. Абу Раб Аль-Шишани Сайда, вол видео шлюх шварсо. Дела юх социалахале хинс Фейсбук чуавонсо. Освецание зайни велче и события шинсиште дух и хельдул хумша дагдайча атахадер он жуаптала. Хамзат Кило, ассаламу алейкум Анзор, валейкум салам Анзор, Ханан, Мую, Уле, Юцун. Инц Уле, Дикю, Алхамдулилlah, Уле, Делрейсхил, Хатарна. Ман Чечен, ну мне, конечно, сложно сейчас говорить, что у меня есть, что у меня нету, понимаешь? Сумбер. Нитив Кариара. Сообщение. Вашане, худуйцам саасум, валейкум салам, сун, ца хейсхум дацка бошник. Валлахи дацк. Абу Араб Аль-Шишани, Аллах разут побыл дойцуна массера, вай табончера, в апреля, дакил ханар, язия, Аллах разут побыл дойцуна. Алихан, мой брат, погиб при штурме. Аллах азут кобалдуэр. Вещина. Иншаллах, иш я усманях ирбу. Иншаллах. Кайтан собой раб. Решишани. Алверн Морис. Кавказус. Валейкум салам, брат. Да, я его сын. Как найти вопрос, почему ты не поехал на встречу в Швецию, Лэромца? Потому что было
такая ситуация, что я никуда не мог поехать. Вот. İşte aldık. Halka жуаптелер, самолет. Не то, что Швецию, куда хоть куда. Даже в другой город. Здесь, по Норвегии. Имран Хожаев, чеченец, если родился чеченцем, будучи даже в Африке, не станет африканцем. Да, ты прав. Но есть такие люди, которые хотят, пытаются стать русскими, что ли, как это даже и так не получается. Ну, готовы жизнь отдать, там, все отдать за Путина. Ну, ты понял, о чем я. Тим Вольфберг. Валейкум салам. Всех с очередной годовщиной полного разгрома русских войск, штурмовавших город Грозный, Джохар. В этот день Россию унизили на весь мир. Дудаев, Масхадов, Гилаев, Басаев, Умалтадашаев. Ну, их очень много было, наших героев. Да, мне вот хотелось, у меня изначально цель была этого эфира была поговорить об этих днях, о штурмах города, как это происходило, что происходило, как Россия даже сама признает, они в первую очередь ввели 250 танков, и, скажем, почти эти все танки были уничтожены. То есть, ну, это не только танки были, это были БМП, были тунгусские зенитные установки. И другая техника, МТЛБ, БРДМ, БТРы, БМД, разная техника была. И в количестве там где-то было 250 штук. И все они сгорели в одну ночь, представьте себе. А потом они уже начали говорить, вот там у них карт не было, у них не было там, не знали город, языка не знали. Как будто на праздник приехали отмечать Новый год. Мала рейса Маседа. Аминь, Алла. Буарз, Швейц, Амин, Лавазут, Побл, Дольси, Масера. Ой, лично, Таванца, Дезде Дуар, Ишца, Ой, Понхо, Ишеца, Мейрел, Гейтен, Ой, Нохче, История. Чего Дезде Дуар? Дитстаца Диез. Битс бэца без. Валейкум ассалам, алхамдулилlah, воин, дику алхамдулилlah. Вальтер, ты спрашиваешь, почему я видел видео, как режут головы? Просто вопрос. А тебе встречный вопрос, Вальтер. Почему те люди, которые резали эти головы, сейчас живут где-то там в Грозном и на территории Российской Федерации. И это люди, которые попали в камеру, ну их же снимали. Вот ты же говоришь, это, что видел такое видео. И никто это не отрицает. Было такое несколько случаев. Вот, я хочу сказать, что это делали специально люди, которые работали на Россию. И которые знали, что придет война, что будет война. Но для меня, если честно, вот так важно то, что сделали с моим народом, понимаешь?
как нас бомбили, как при зачистках мирных жителей убивали, сжигали, живьем сжигали. Вот. Почему об этом не говорите? Хамзат, Хамзат Кело, валейкум салам Саваш. Алхамдулилlah, инс волею, Аллах рейсху волею. Как найти Дейла? Покажи пальцем, того поставлю модератором. У меня есть тут модератор? Есть. Азамат 92, ты хороший вопрос задаешь. Можно ли снять документальный фильм, полноценный фильм с чеченской стороны, а то кругом только одни пророссийские фильмы. Знаешь, если я сейчас это, да, я хочу это сделать, я пытаюсь это делать, я делаю то, что в моих руках, и делал всегда, ну, много материала выпустил. Но это недостаточно, вот, чтобы сделать такой фильм на таком уровне. Это уже, знаешь, это не просто так тоже взял дома в своей студии, как бы это сделал. Это не так делается. Там нужна и поддержка, нужны контакты с людьми. Там в нашей ситуации имеется в виду. Так что давайте друг друга поддержим и сделаем вместе. Вот G71, вот так я буду читать твой ник. Анзор, если бы были дебаты и свободное откровение, что бы ты спросил у чеченских лидеров в нынешнее время? Я не знаю, про каких ты лидеров говоришь. Это, во-первых. А то, что я бы им сказал бы, я, конечно, сейчас это обсуждать не буду. Ну так, на публику. Поэтому... КМС, вольники, а как, Анзор, как найти модер, я не понял, я не понял о чем-то. Так, ФДФ, вот теперь, ну, ты доигрался. Ты доигрался. Опа, и нету его. Габриэль, да, Килля, кстати, да, Азамат 92 прав, можно создать краудфандинг, собрать денег на фильм. Ну, конечно, если затрагивать такой вопрос про фильм, то, конечно, и вот это такая поддержка нужна, и нужны такие люди, которые смогут там дать какую-то информацию, воспоминания или открыто что-то говорить. И тут поддержка нужна. То есть, ну, во многом. А так идея очень хорошая, возможная, это можно сделать, это нужно сделать. И так мысли есть, все будет хорошо, иншаллах.
КМС вольный. Понял. Теперь понял насчет модератора, да. Вай Ихва, ты пишешь, нужно собрать материалы. Ну, было бы вообще хорошо, если бы наши люди или там кто-то вообще без разницы смог бы поделиться материалом, будь это, ну, желательно в хорошем качестве, конечно, ну, будь это кассеты, например, диски, кассеты, вот так. Было бы очень хорошо, то мы бы могли бы сделать, использовать эти материалы во время фильма и так далее. И, ну, я скажу, буду благодарен, если кто-то вот так поможет материалами, любыми. G71 про Беслан, Буденновск, Кизляр. Можешь рассказать твое видение? Ну, об этом уже много раз говорили. Почему мы должны как-то это говорить? Посмотрите, что мы говорили раньше. Почему не говорят о нас, о трагедии чеченского народа? Вот. И о том, что если бы Ельцин не начал бы в 1994 году войну, всего этого не произошло бы. Вот с кого надо было спрашивать. Вот с кого надо спрашивать. Те есть люди, которые сегодня живы и здоровы. Вот, виновны в этих трагедиях, в трагедии чеченского народа. У нас людей, представьте себе, люди, мирные жители живут в Грозном во время боев, во время штурмов. Именно, вот, скажем, 31 декабря 1994 года были такие штурмы, их было несколько, неудачные, позорные это были штурмы. И во время этих штурмов российская авиация наносит бомбовые удары по кварталам с мирными жителями, убивает и чеченцев, азербайджанцев, кто там у нас жили, армяне, вот, и русские, очень много погибло, очень много. Градами, смерч, ураган, и по этим кварталам так лупили, стирали с лица земли. Вот об этом тоже надо говорить, мое мнение. Так, ну тогда идем к завершению, что ли. И еще я хотел бы добавить, вот, ну я хочу сейчас уже завершить эфир. Хочу добавить, что под этим видео я оставлю позже ссылку на новый материал, иншаллах, на новый материал, над которым я работал последнее время, и ну, чтобы вы посмотрели этот материал, я обязательно ссылку оставлю. И сейчас еще раз хочу поблагодарить вас. Аллах рейсхуй, но еще подумайте о том, насчет материалов. Будет очень полезно, это надо вместе делать, вместе работать надо. Дикр дуала рейсхуй, так юх. Все будет хорошо, иншаллах. Так, юх, в следующий раз, ну, скоро так встретимся. Хорошо, иншаллах, Магомед, иншаллах. Адыквель Масира, всего хорошего и мира всем. Аллах рейсхуй Масира Масана. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.